Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какие события ворвутся в вашу жизнь в самые ближайшие дни? Если тема интересна, загадайте на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а кто это рядом с вами? Вы посмотрите на эту прекрасную фигурку. А вы посмотрите, а вы так прям головушку на плечо этому человеку видите? Вот она, вы головушку на плечо сильному мужчине ложите. Ой, как красиво, ой, как замечательно. И фигурки такие прям выпуклые, такие полненькие, толстенькие, хорошенькие. Знаете, прекрасное самочувствие. Замечательное настроение, подъем, вы знаете, как надежда, и мир как будто бы другими красками заиграет. Девчоночки, ну, кто в паре, кто в браке, вот, счастье вдвоем, взаимопонимание, гармония. И мужчина, вы видите, он как по центру идет, то есть это ваш мужчинка постарается для того, чтобы вы ему доверились, чтобы поверили, что любовь-то ваша крепкая и взаимная. Прекрасное состояние влюбленности, доверия и гармонии между двумя людьми. Девочки, кто долго ждал своего мужчину. Ну, разные обстоятельства. Уехал на службе, в командировке, вообще в другой стране сидит, да, никогда ехать не может. Здесь явное указание на то, что встреча будет. Мужчинка мир перевернет и к вам приедет. Смотрите, как вам хорошо, девочки, вам очень хорошо. Ну, а для тех, кто был без пары, без отношений, вот это очень сильный знак на то, что мужчина появится, у кого-то появится именно для любви, для счастья. Да, такое идет знакомство судьбоносное. А у кого-то идет конкретно направленная помощь, защита, помощь от мужчины. Вот, вы этому человеку доверяете. Да, смотрите, как вы к нему прильнули-то. Да? Очень хороший знак, очень хороший. Кстати, девчоночки, тут мужчина, видите, он на свои плечи берет очень много забот. Забот, каких-то проблем. Знаете, как избавляет вас от тяжести. И говорит: родная, милая, любимая, ты возьми-ка лучше отдохни. Да, там чаечку попей, в телефоне посиди, да, отдохни. Я все сделаю сам. И вы прям такая хорошая, такая счастливая, улыбаетесь. Улыбаетесь тому мужчине, своему состоянию даже улыбаетесь. Просто прекрасно, чудесный знак. Так, идем дальше. Ну, здесь какие-то непредвиденные события, связанные с обществом в целом. Общество, регион, страна. Да, какие-то изменения идут, резко очень будет это все происходить. И что интересно, вы информацию об этом будете получать не из официальных источников, да, там не будет каких-то пресс-релизов, не будет объявления там в новостях центральных, нет, здесь именно сарафанное радио, то есть люди друг другу по секрету будут передавать информацию. Вы, ну не могу сказать, что в первых рядах, нет, вот где-то, наверное, во второй очереди до вас доходит. У вас будет прекрасный шанс подготовиться к этим событиям. События, я не могу сказать, что они прям такие плохие, но если к ним подготовиться, то можно спокойненько все это пережить и лишний раз, как говорится, не дергаться. Смотрите, вот какие видения мне пришли. Мне видения пришли по поводу магазинов. Магазины и
может быть, какой-то ажиотаж на какую-то продукцию, либо на непоставки какой-то продукции. И еще я вижу банкоматы. Банкоматы, и вот около банкомата вот как будто бы огромная толпа людей, ну и каждый желает, я так понимаю, из банкомата получить наличность, да, либо вот какую-то финансовую операцию провести. То есть если вы что-то услышите похожее на то, что я вам описала, бегите в припрыжку, включайте скорость на полную и покупайте то, что вам надо, делайте запасики и снимайте, обналичивайте денежку наличность. Вот что нужно будет сделать. Эта ситуация, она в принципе кратковременная, она не займет больше, чем там месяц-полтора. Но тем не менее, люди, которые не успеют подготовиться, ну, тут и стресс, тут и депрессия, и панические настроения, ну, сами понимаете. А когда у вас все подготовлено, вы сидите, просто пережидаете. Время, которое нужно будет переждать. В данном конкретном случае, еще раз говорю, официальных подтверждений не будет. Даже, знаете, как может отыграться, что специально, ну, как не знаю, чиновники, кто они там, законотворцы, будут до последнего утаивать, либо отвергать, чтобы люди не паниковали, да, либо чтобы не было какого-то ажиотажа. То есть какой-то момент вот тут напряженный. Мне он не очень нравится, но я вижу, что вас он как стороной обходит. Ну, смотрите, и я вас предупредила, и вы люди не глупые. То есть я думаю, что вы правильно среагируете на те слухи, которые вы будете получать. И смотрите, в данном конкретном случае слухи будут гораздо достовернее, чем официальная информация. Вот. Обращайте на это внимание. И своим близким тоже об этом скажите, чтобы все подготовились. Вот. Такие события грядут. Неприятно, но надо пережить. Так, идем дальше. С правой стороны. Здесь у меня человек. То ли вы лечитесь, то ли вам придется лечиться, то ли, может быть, кто-то даже из близких. Операция, лечение, какие-то процедуры. Знаете, вот такое впечатление, что человека как на ноги, что ли, ставят, да? Ставят на ноги, но каким-то странным методом. Что-то необычное в этом будет. Через медицину, через какие-то процедуры человек полностью восстановится и укрепить свое здоровье. Если вам будут предлагать какие-то методики, традиционные методики, то есть хирургия, таблетками, лекарствами, капельницами, какими-то, может быть, физиопроцедурами, обязательно соглашайтесь. Операции, если будут предлагать, соглашайтесь. И если будут предлагать куда-то поехать, да, либо как поучаствовать в какой-то методике, соглашайтесь. Поверьте, очень эффективная вещь. И здесь человек действительно встает на ноги. Вот даже не возвращается в норму, а лимит идет, да, лимит превышен. То есть человек становится гораздо здоровее, чем был до этого. Уж не знаю, что это за чудесные методики, но вот для кого-то это очень актуально. Очень-очень. Поэтому излечение будет, поправка будет, ремиссия пойдет, здоровье вернется у вас, либо у ваших близких. Вот кто будет проходить вот эти все медицинские круги, назовем их так. Так, здесь у меня еще момент какого-то резкое решение. Под влиянием каких-то людей, либо из-за влияния каких-то людей, вам придется принимать решение. Решение вы будете принимать скорее эмоциональное, чем логическое. Возможно, вы даже от чего-то откажетесь. Знаете, как вот человек психует и говорит: да, идите вы все лесом, да, ничего не надо, ничего не хочу, ничего делать не буду. И вы знаете, это решение будет максимально правильным, абсолютно правильным, и вы будете сами себе удивляться, и люди, которые вас знают, будут вам удивляться. Вот как вы это почувствовали, да, как у вас интуиция сработала, что вы, например, отказались, да, не согласились, а наоборот отказались.
Вы долго будете пытаться найти ответ, но ответ очень простой. Я уже его озвучила. Это действительно ваша сильная интуиция. Люди, которые пытались вас, возможно, в какую-то втянуть неприятность, да, в какие-то проблемы, ну им обломится. А вы благодаря своему характеру и своей интуиции пойдете дальше. Хорошее событие, хотя немножечко нервно идет. Так, здесь у меня 2 человечка, я так понимаю, поругались очень сильно. То есть мужчина в одну сторону отвернулся, какими-то делами занимается. Ну, так, с мужиками. Это не женщина, это с мужиками чем-то занимается. Может быть, там рыбалит, футболит, просто выпивает, да. А может и работает, да. Может, они в коллективе работают, да, вместе работают, вместе отдыхают. А женщина ребенком занимается, ребенком, близкими людьми, там, может быть, родителями своими, да, помогает родителям. То есть с ней рядом еще какая-то женщина. И ребенок, вот я вижу, ребенок на руках. Как будто бы семья и не семья вовсе. Каждый живет своей жизнью, каждый смотрит в свою сторону. Но вы связаны. Вы связаны, либо браком связаны, либо вы просто вместе проживаете, да? Ну, как гражданский брак. Это что же брак у нас считается? Мои хорошие. Неправильная эта позиция, и вам нужно друг к другу поворачиваться. Вот так, если дальше пойдет, то вы совершенно разделитесь. Вы друг о друге ничего знать не будете. У мужчины большой риск. Не знаю, может быть, даже спиться. Вот. Женщины мои хорошие, все в ваших руках. Вам кто-то будет предлагать, либо вы сами найдете какие-то возможности, варианты на то, чтобы укрепить вашу семью. Вы обязательно должны этим воспользоваться. Но считайте, что ваша семья сейчас как будто бы на волосиночке висит. На волосиночке. Так не должно быть. Вы не просто так сошлись, и тем более ребенок у вас есть. Надо восстанавливать ваши отношения. Не надо отдаляться, надо сближаться. Если будут предлагать вам советы, способы, методы, обязательно этим воспользуйтесь и не игнорьте этот момент. Если вы поругались, да, ну, всяко в жизни бывает, либо даже как-то разъехались, может быть, вы к маме уехали, он там сам по себе варится. Вот, а здесь, ну, идет как встреча, которая может закончиться примирением, либо может закончиться окончательным решением расстаться. Сейчас не время расставаться, сейчас не время расходиться, сейчас время, наоборот, объединяться и укреплять ваши отношения. Я не могу вам сказать, почему именно так. Все-таки нам показали ситуацию, нам не показали ее в разрезе. Но важно, видите, не разойтись спина к спине стать, а сойтись, лицом к лицу стать. Вот это важно. Считайте, что это ваша приоритетная задача на самое ближайшее время. Сойтись с человеком, помириться с человеком, договориться и быть все-таки семьей. Насколько? Ну, где-то на... Давайте так, до конца года, да, 2-3 месяца вы должны быть вместе. Вот вместе вам будет легко, порознь будет очень тяжело, и вы будете жалеть, что вы разошлись. Смотрите, у вас до сих пор есть власть над этим человеком, над мужчиной. То есть, ну, как только вы будете предлагать, да, либо говорить, он будет вас слушать и с радостью примет ваше предложение, и ваше приглашение тоже примет. Поэтому, мои хорошие, это очень важно. Важно не разойтись, а сойтись. Услышьте меня правильно. Даже если вдруг вы там на него очень обижены и терпеть его не можете, ради вас, вашего будущего, ради вашего ребенка и будущего вашего ребенка либо детей, вы должны на ближайшие несколько месяцев сойтись, объединиться. Одной будет плохо. Ему, кстати, будет плохо. А вот вместе вы прорветесь. Время какое-то непростое. Вы знаете, непростое время показывает. Очень непростое. Так, еще важный момент касается денег. Деньги, работа материальная. Сразу хочу сказать, для тех, кто сам на себя работает, очень горячее время. Очень горячее, прям лошадкой будете скакать.
Лошадка именно вы будете, да, потому что придется очень много работать, но вы знаете, что вы делаете, либо ради чего вы это делаете. То есть тут как бы без вариантов. Хочу денег, я их заработаю. Для тех, кто работает на кого-то, да, то есть вы как нанятый сотрудник, работник, здесь могут быть подводные камни в плане задержки зарплаты, задержки авансов, либо даже какого-то сокращения. То есть вам будут давать вашу зарплату, но не полноценно, вот как обычно, полную сумму, а разбивать на какие-то части. Ну, какой-то бред идет. Вот. Вам очень важно будет скорректировать свои расходы, не жить от зарплаты до зарплаты в надежде, что «О, я сейчас сумму получу, туда-сюда, да, все пристрою». Нет, так не будет. Будет немножко потяжелее. Но если вы будете разумно поступать с теми деньгами, которые будут к вам приходить, поверьте, все будет хорошо. Опять же, идет какой-то период. Ну, это не навсегда, это не конец там, да, вашей трудовой карьеры. Нет, какой-то идет период. Месяц-полтора такой период идет. Это не пусто, это просто урезанные суммы, либо урезанные поступления финансов. Вот так идет. Но это надо пережить, и вы переживете. Просто кто привык тратиться под нолик, будет очень тяжело. Кто разумно поступает с деньгами, в принципе, проживетесь, и неплохо все будет. Так, еще момент. Момент искушения перейти на какую-то другую работу. Вам будут предлагать, либо кто-то даже будет вас звать. Смотрите, если вы будете переходить на другую работу, скорее всего, вы пострадаете по финансовым поступлениям. То есть вам могут, например, на вашей предыдущей работе не доплатить, а на новой работе придется как бы поработать, чтобы деньги заработать. Понимаете, о чем я говорю, да? Возможно, вы рассчитываете, что вы получите выходное пособие, либо компенсацию, либо там неотгуленные отпускные получите. Нет, не дадут. Не дадут и будут до последнего мурыжить. Там с кровью нужно будет выбивать эти деньги. Вот этот момент я вижу. Чтобы вы потом не жалели, чтобы, ну, сами понимаете, да, оно неприятно. Неприятно, и не все так гладко будет, как вы вот себе представляете. Плюс у кого-то еще отыграется момент, что вам очень красиво расписали вашу новую работу, вашу должность, оклад, там, трудовой этот, да, распорядок дня и прочее, прочее. На самом деле так не будет. Будет все гораздо скромнее и, возможно, даже в какой-то степени пожестче. Поэтому, прежде чем принимать решение, во-первых, нужно все обдумать. Желательно изучить этот вопрос не только из внешне, да, извне, но и изнутри изучить. Возможно, даже следует с кем-то поговорить. Вот просто подождать, подежурить. Там люди выходят, например, с производства, куда вы хотите пойти. Вот пристаньте кому-нибудь, пообщайтесь, расспросите, а что там происходит, а какие условия, а как платят, а что там с обедом, там, сверхурочными, просят ли задержаться. Да? Вот это все расспросите. Потому что у вас тут действительно как искушение идет. Искушение, если вы ему поддадитесь, возможно, будете сожалеть. Но это не критично, вот, чтобы вы понимали и не боялись. Если вы твердо уверены менять работу, тогда, опять же, да, урезаем расходы, думаем о том, что не все так получится, как задумано, вот, и какой-то период у вас идет без поступлений финансовых. Так, здесь, кстати, у меня еще и очень счастливые люди есть. Счастливые люди — это те, у кого партнеры, могут быть и мужчины, и женщины, да, где-то сейчас находятся в командировках. Здесь однозначно деньги будут поступать от вашего партнера. То есть партнер вернется, приедет, причем приедет, ну, не могу сказать прям в ближайшее время, у кого-то ближайшее, у кого-то чуть попозже. Но человек приедет и приедет с достаточно существенной суммой денег. Привезет больше, чем, скажем так, озвучивал, да, либо больше, чем, например, было обещано, да, этим человеком. Он привезет и неплохо привезет. Кстати, за эти деньги вы какие-то проблемы, либо какие-то долги выплатите, что-то вы за эти деньги решите. Как благодаря этим деньгам от какой-то неприятности избавляетесь. Вот, в принципе, у вас тут
У вас тут все очень даже и хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, да, вот по деньгам будет. Но опять же условия. Ваш партнер должен где-то работать. Может быть и не партнер, может быть сын у вас где-то работает, да, приедет с деньгами. Либо дочь работает за границей, приедет, деньги привезет. Вот, здесь деньги будут. Так. Здесь какие-то переводы еще вышли. Вот когда деньги по проводам идут, ну, я так понимаю, переводы, банковские переводы, почтовые переводы. Да. Но что-то мне в этом не нравится. Что-то может быть с задержками, что-то может быть с накрутками. И эти переводы, они просто какими-то золотыми окажутся. Просто золотыми. И да, кто работает сам на себя и к вам приходят деньги через, ну, допустим, банковскую либо почтовую систему, здесь нужно будет какие-то действия совершать, потому что проценты за операции, допустим, да, они могут быть высокими. Либо если вы цену держите в валюте, выдавать вам, например, могут только лишь в валюте вашей страны, и причем с большой разницей, скажем так, вам в минус, а, например, банку в плюс. Не теряйте времени, не теряйте времени. Вот кто зашел на эту отсыпку, и вам деньги приходят переводами из других стран, либо через банковскую систему, поищите какие-то возможные альтернативные методы получения средств. То есть у вас пока время есть, надо подготовиться. Не в последний момент кидаться в панике, да, на любые, скажем так, возможности соглашаться. Поищите, выход есть, и, возможно, даже не один, но просто надо поискать. Так, еще важный момент. Кто давно не виделся с детьми, внуками, возможно, не виделись. Ну, разные обстоятельства. Есть люди далеко живут, есть люди там поссорились друг друга, не поняли, в принципе, напряженные отношения. Вы позвоните своим близким, именно вы позвоните, они будут вам очень рады. Если не позвоните, то встреча не состоится. То есть смотрите, как я понимаю, как вот я вижу, да, ваши близкие по вам скучают, но зная ваш характер у вас непростой, просто боятся вам написать, да, либо позвонить. Вот, а если вы первая, либо первые это сделаете, то вам будут очень рады. И тут возможно и примирение, и восстановление, и встречи, и все хорошо будет. Сделайте первый шаг, от вас не убудет, поверьте, это большое добро, и это не слабость, наоборот, это выражение любви. Так. Здесь какой-то человек как будто бы возвращается откуда-то издалека. Или вы очень давно не виделись. Да, либо издалека человек приедет, либо очень давно вы с этим человеком не виделись. Человек. Я не могу сказать, мужчина либо женщина, но точно могу сказать, что это человек для вас шанс. Шанс что-то в жизни либо поменять, либо исправить, либо даже наладить в жизни. Человек обладает либо какими-то важными ресурсами, либо какими-то важными знаниями. Не бойтесь рассказать о своих проблемах и не бойтесь попросить о помощи. Человек к вам будет расположен с большой радостью, как, знаете, как для самого себя будет делать. То есть и поможет, и поддержит, и дверку в будущее откроет. Какие бы там отношения между вами не были в прошлом, не надо тормошить, не надо вспоминать. Вам нужна помощь, поддержка, ну так об этом и скажите. Здесь безоговорочная помощь, и никто в прошлом вспоминать не намерен. Что может помешать? Ну так это ваша обидчивость, либо ваша излишняя скромность. Вот. Это нужно убрать подальше. Так, дети, школьники. В школе. Но что-то вас будет раздражать школа. Честно, вы прям злитесь, я не знаю, на преподавателей, на систему, может быть, злитесь. Либо деньги будут собирать, либо что-то вот надо будет носить, относить, либо даже делать что-то надо будет.
Вот, и у вас прям Кондратий. Вы говорите, ну как же так, ну сколько можно, ну что происходит? Нервы немножко себе потрепите. В целом ребенок учится все неплохо, а у кого-то прям ребеночек порадует хорошими результатами, похвалой, не знаю, грамоту какую-то принесет со школы, какое-то призовое место, может быть, займет. Но сама школа, как конституция, вот она вас будет очень раздражать. Я вижу, прям жаловаться будете. Слушайте, не пытайтесь там ни с кем спорить, ругаться. Вы можете тем самым навредить своему ребенку, да, вызвать тот самый буллинг по отношению к вашему ребенку. Не надо. Там никому ничего не докажешь. То есть вы говорите как будто бы со стенами. Да? Не слышат, не хотят, не видят, в упор не замечают. В данном конкретном случае надо, ну не знаю, как все, наверное, да, как все, так и вы сделаете. Вот. Против этих людей, ну, там нет смысла идти выступать. Можно лишь только навредить своему ребенку. Так, еще важный момент. Момент какого-то улучшения, обновления и, возможно, даже какое-то приобретение. Какая-то возможность идет что-то улучшить в себе, в своем доме, либо приобрести что-то, поменять, возможно, что-то. Причем я не вижу, чтобы вы это делали за деньги. Не знаю, можно ли без денег это делать? Что это такое? Я не понимаю. Обмен. Либо, знаете, как... Ну вот бывает такое, да, когда студии, например, красоты приглашают моделей, да, там ногти сделать, там реснички сделать, волосы подстричь, покрасить. А у вас это именно идет с какими-то предметами, вещами. Может быть, кто-то будет уезжать, переезжать, вам часть своей мебели отдаст. Либо вы с кем-то чем-то поменяетесь. То есть идут улучшения, но вы за это не платите. Вы крайне довольны и прям, знаете, у вас как будто бы много каких-то красивых вещей появляется, и вы такие: о, мое красивое. Вам очень многие, кстати, будут завидовать, потому что все хотят, а получится только у вас. Не могу сказать конкретнее, я просто с таким не сталкивалась. Это единственный пример, который мне пришел в голову с этими студиями красоты, я вам озвучила. Очень, кстати, интересно, как у вас это проиграется. Но это не одна вещь, не один предмет. Здесь вот как бы, знаете, там и 3, и 5, и вы очень довольны, очень. Какие-то вот люди не успели, либо не смогли, вот они такие обиженные смотрят на вас и думают: ах, обскакала нас, да, ах, повезло ей, ой, повезло ей. Так, с левой стороны у вас 2 звездочки, с левой стороны подкрались к вам ваши желания. Знаете, возможно, это желание, которое вы загадывали несколько лет назад. У кого-то мечта детства, да, юности. Какие-то ваши желания станут возможны, либо вам доступны. Но одно желание вы точно схватите, а вот второе вызовет сомнение. Вас даже кто-то попытается отговорить от вашего второго желания. Осуществление этого желания. Почему вас отговаривают? Ну, не знаю. Может быть, оно уж совсем какое-то детское. Но, тем не менее, одно вы свое желание схватите. Будьте крайне довольны. Вот это желание связано с удовольствием, с весельем и удовольствием. Веселье и удовольствие. Да, когда-то вы этого очень хотели, очень ждали, очень надеялись, но это было недоступно. А вот именно сейчас, вот смотрите, прям крадется к вам со спины. То есть как само вас настигает. Так, и еще птица. Птица — добрый вестник. Так, либо человек лично приходит с хорошими новостями о себе, либо вы получаете звоночек, сообщение, письмецо от этого человека. Но это очень приятно. Не могу сказать, кем приходится вам этот человек, но
Очень-очень приятно вам будет. Так, буква А. Буква А. Либо человек на букву А вас очень порадует, либо очень вам поможет, выручит вас в какой-то ситуации. Доверьтесь этому человеку, и не подведет, и порадует, и прям, знаете, за вас даже что-то сделает лучше, чем вы бы сделали. Да, хорошая ситуация. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.